Так, здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня у нас по вашим многочисленным просьбам будет приготовление юколы из щуки. То есть как сделать северную юколу из щуки. Итак, для приготовления юколы у меня есть вот такая вот небольшая средних размеров щучка. Вы можете взять, какая у вас есть щука. У нас в данный момент есть только такая. Давайте, значит, что нам необходимо? Нам нужна вода, нужен вот такой вот якутский нож. Значит, ссылки на такие ножи вы можете посмотреть у меня в описании к этому видео, или же по номеру WhatsApp. Номер WhatsApp вот здесь ссылка на группу ВКонтакте. Итак, приступим. Значит, так, отрезаем голову у щуки, что я буду сейчас делать. И потом мы забираем внутренности. Внутренности идут у меня на сябярян, это национальное блюдо. Об этом вы можете сюжет также посмотреть у меня на канале. Несколько сюжетов есть. И остальную часть мяса мы отрежем плавники. Вот эти, хвост вот маленько уменьшим. И все. И остальное, значит, филе будем делать. Нам нужно для юколы только филе рыбы. Вот. Шкуру ничего не чистим, чешую не чистим. Все, приступим. Так, ну вот, рыбу я отрезаю обычно двумя способами голову. Сначала режу под лапчанами вот этими передними. Делаю надрез вот такой вот. Смотрите, вот. Раз. И с этой стороны. Рыба немножко проскальзывает у меня. Неудивительно. Я ее предварительно помыл. Из-за этого она вот такая скользкая. Вот. И просто отрезаем голову. Голову можно забрать на сувенирную продукцию. Кто делает сувенирчики. Можете ее засушить как трофей. Теперь давайте извлекем внутренности. Вот, посмотрите, как много внутренностей у ней. Заберем, значит, аккуратненько, чтобы не надорвать желчь. Следите за этим. Желчный пузырь у щуки очень большой. Чтобы не испортить будущее блюдо, которое будет приготовлено из внутренностей. Пузырь тоже забираете. Вот этот. Так, сейчас. Вот так. Вот это будет все потом мелко нарезаться, чиститься, мыться, отмываться и подаваться, прожариваться на сковороде. Будет очень вкусно. Внутренности никогда не выбрасывайте.
есть блюдо такое, поэтому вы можете готовить его постоянно. Вот, смотрите. Ладно. Так вот. Вот, и теперь буквально нам осталось вот сейчас ее располосовать, щуку, и сделать юколу. Все на этом. Так, значит, сразу я отрезаю плавник, чтобы мне было удобнее. Вот эти плавники срезай. Эти плавники срезаем. Вот. Чтобы у вас все хорошо получалось, обязательно нож должен быть ваш острым. Ну и со спины также вот плавник тоже сейчас сразу заранее срежу. Раз. Так вот легким движением. Это у меня большой якут, поэтому якутский нож, им очень удобно. Все спрашивают, каким я пользуюсь. Я пользуюсь ножом большим якутом с прямым спуском. Это очень удобный филировочный. И как филировочный, и как рабочий его у меня идет, я везде всегда с ним. И все работы я делаю именно этим ножом. Вот. И можно вот, конечно, еще отрезать сразу хвост, маленько уменьшить, потому что он здесь на юколе и не нужен. Срезать вот плавниковую часть хвоста вот так вот. Вот. Сейчас я промою рыбу. Вот эту вот кровь нужно счистить всю, потом промыть. И уже нарезать на юколу. Теперь нужно будет отделить хребет, позвоночник и вот эти вот реберную часть. Так, все, да? Сначала я разрезаю по хребту
Смотрите, как очень просто это все делается, но не надо дорезать до конца. Вот. Не надо ее дорезать до конца. Вот так вот. И со второй стороны сразу отрезаем, отделяем позвоночник. С ножом будьте очень аккуратны при работе. Всегда вот я вырезаю позвоночник. В принципе, некоторые любители, гурманы, можете его нарезать на маленькие кусочки и сварить в ухе, добавить к ухе. И вот оставляем вот такой вот кусочек неотрезанный, за который наш с вами юкола и будет висеть на, ну, где мы будем ее просушивать. Либо это может быть шест деревянный, либо веревка. Вот все, что осталось от щуки, ложим сюда. Вот так. Так. Так, и вот так вот разрезаем ее на два пласта. Смотрите. Вот таких вот два пласта получилось, которые сейчас мы будем нарезать. Так, теперь давайте срежем остатки ребер. Реберные кости. Вот эти вот. Потому что на юколу нам ребра особо-то и не нужны. Вот. И остается только вот филейная часть. Ну теперь делаем вот такие продольные надрезы, чтобы у нас это все просохло.
А теперь, так как рыба у нас довольно крупная, сейчас еще я буду резать вот на такие вот полосы. Вот, посмотрите. Так, вот, чтобы наша щука не подпортилась, вот так вот, вот на такие будем пласты срезать, которые у нас, во-первых, быстрее обсохнут и будет довольно удобно и, надеюсь, вкусно есть. И сделаем вот внутри вот этих пластов надрез, за который будем, собственно, цеплять рыбу. Вот, вот такие вот пластики будут юколы. Давайте здесь тоже также надрежем всю рыбу на такие вот полосы. Посмотрите, как много мяса, и чтобы вот это мясо вот не подпортилось, чем чаще вы будете резать, тем лучше для вашей будущей юколы. Ну, эти пласты можно повесить и вот так, конечно, сушиться, если вы на жерди будете вешать. Можете за веточку просто здесь продырявить. Давайте вот, чем толще мясо рыбы, тем тоньше старайтесь сделать ваши пласты, тем она лучше просохнет быстрее, ну и соответственно не подпортится. Вот. Угу. Ну, смотри, чтобы все в кадр входило. Все в кадре. Так, ну и здесь также вот с этой все делаем то же самое. Итак, а теперь пришло время развешивать нашу с вами юколу. Ну, я ее вот нарезал вот по разным пластам. Есть там пласты поменьше, есть пласты побольше. И просто вот так вот развешиваю. Буду потом время от времени посматривать за ними. Где-то может передвигать, где-то где-то подкручивать его, чтобы одна сторона
обдулась. Вторая. Ну вообще по идее лучше это делать на ветру, но так как у нас нету ветра, мы просто вот развесили в более таком месте открытом. Здесь легкий ветерок все равно присутствует, и это нам будет достаточно. Щука это не жирная рыба, поэтому не старайтесь, чтобы у вас прямо такие тонкие были пласты. Ну как получится, так получится. Так, вот так вот можно разделать вашу щуку на юколу. Вот таким вот простым способом. Быстренько разделали сейчас на ваших глазах. Промыли все это дело. Нарезали, вот, нафилировали и сделали вот такие юкольные небольшие пластинки, нарезали. Все это теперь будет подсыхать. Будем смотреть за этим, переворачивать, следить. И все. Главное трудиться. Всем спасибо за просмотр. Если понравился сюжет, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Всем спасибо, всем пока. It's my life.